Я помню, в 1983 году, когда меня командировали в город Ижевск, я знал несколько слов на русском и говорил на родном армянском. К огромному сожалению, в Удмуртии никто по-армянски не говорит. И вот, представляете, вот шуточное, но действительно это случилось со мной. Иду в магазин, на бумаге я написал, перевел прямо из армянского, и даже продавщицу было трудно понимать меня, говорил буханку белого, болгарский сок, сыр и янтарь. Больше ничего не знал. И каждый день, неделю ходя в эту же одну и ту же магазин, попросил одну и ту же продукцию. Она говорит, пойдем в кино. Я говорю, буханку белого, болгарский сок, сыр и янтарь. Снова повторяет, мы пойдем в кино, молодая девушка. Я говорю, болгарский сок, сыр, янтарь, буханку белого. И после этого я понял, что мне стыдно. Я, между прочим, красным дипломом переехал сюда, меня командировали, да, вот что на русском. И первый раз я пошел в Национальную библиотеку и взял русско-армянский словарь, а у меня была армяно-русская. И там очень трудно было от армянского перевести на русском. И с того дня я благодарен Национальной библиотеке, который дал нам сознательную жизнь. Знаете, я всю сознательную жизнь благодарен Удмуртии. 18-летний мальчик без родителей приехал сюда, и благодаря таким зданиям, как Национальная библиотека, сельхозакадемия, я стал человеком.